Процедуры принятия управленческих решений есть такая формулировка, называется делегирование полномочий. Но есть чрезвычайные ситуации, в которых главу, первое лицо, мэра, старосту, руководителя предприятия, чрезвычайная ситуация обязывает находиться оперативно на своем рабочем месте, в гуще событий и в ручном управлении вот эту вот ситуацию регулировать и устранять ее. Дистанционно никогда не получается. Отсутствие первого лица, оно тоже повлияло. Чиновники на сегодняшний день у нас лишний раз не проявляют инициативу. Причина банальна. Любая инициатива наказуема. Соответственно, здесь управление, которое проходило, ручное управление, должно было быть здесь и сейчас. Вместе локации, сил, управления, ресурсов, прямые указания по финансам, резервного фонда, проведение оперативных мероприятий в части штабов, тут же решать задачи по поводу обеспечения и так далее и тому подобное. Это, к сожалению, не было сделано. Это надо признать. Я сам, будучи замглавой города Якутска, выезжал на пожары, которые были в городе Якутске. О них даже никто и не узнал. Просто мы их тушили. Мы не ждали, пока федералы высадят десант. Мы брали, в СГХ через жилкомсервис технику, вывозили ее во Владимировку, высаживали свой десант, делали обкапывание, встречные палы и закрывали этот вопрос сами, не дожидаясь, даже не запрашивая ресурсов. Так как у нас должна быть здесь, на территории республики, своя ответственность, при которой управление, само непосредственно республиканское, должно сразу локализовать эти чрезвычайные ситуации. Что мы теперь будем ждать, пока к нам федералы приедут, если у нас остановится ГРЭС-2, пока они нам ее отремонтируют? Нет, конечно. Мы все кинем свои силы для того, чтобы обезопасить себя.